Мы общались с моим будущим супругом, и когда мы решили пожениться, потому что, ну, мы поняли, что я поняла, что этот человек, мой будущий, что этот человек, ну, моя судьба на всю жизнь, и поэтому я понимала, что для него это важно совершить никах, да, это исламское бракосочетание, и поэтому я на него, ну, на этот обряд согласилась, но даже когда мы шли уже непосредственно читать никах, я ислам принимать не собиралась и строго говорила, что этого не произойдет, когда я к этому приду, тогда я к этому приду, тогда и совершу, соответственно, да, принятие ислама. Я вообще не понимала, зачем что-то совершать, какие-то обряды, если я и так, в принципе, верю, как верят мусульмане, и, наверное, этого достаточно для того, чтобы быть счастливой. Но когда имам спросил меня, хочу ли я принять ислам, в тот момент вот у меня и произошла вот эта состыковка. Получается, верить я верю, как мусульмане, неужели я не могу это засвидетельствовать при людях? Получается, я уже не являюсь искренним человеком, каким, в принципе, себя хотелось бы, ну, ощущать. И как бы могу сказать, слава Богу, да, я приняла ислам вот именно в тот момент, когда, в принципе, выходила замуж. То есть приобрела сразу и семью, и, в общем, да, большую семью. На тот момент я еще училась в университете, и мне было тоже очень сложно, как и многим русским девушкам, которые принимают ислам. Это как-то одеть хиджаб, это как-то поймут тебя друзья или нет, поймут тебя люди, общество. Я приходила до университета в платке, благо была уже осень, было холодно. Я ходила до университета в платке, внизу в гардеробе его развязывала. Когда уходила, опять завязывала, и 800 человек, которые учились в моем корпусе, смотрели на меня странно со стороны и думали, что она так не может себе шапку купить. Потом, через какое-то время, это, наверное, был опять мой новый шаг, моя новая ступень. Я подумала, что опять какое-то лицемерие. Я, получается, сюда дохожу в платке, снимаю его, одеваю слишком много каких-то действий. К тому моменту я захотела, собралась с тем, что я должна научиться читать намаз. Это произошло не сразу после моего принятия, а где-то по прошествию там нескольких месяцев. И я поняла, что не всем нюансам мужчина может меня научить. Стала искать девушек, нашла одну сестру, которая согласилась со мной встретиться после университета. И тогда я пошла к ней, так плотно завязав этот платок. Я помню, она меня, когда увидела, спросила, ты давно одеваешь, покрываешься? И я говорю, где-то полчаса. Вот, и с того момента как бы я уже ходила в платке и в университете, и на улице. В принципе, моя жизнь после принятия платка, я не скажу, что среди друзей она как... Ой, наоборот. В принципе, после того, как я одела платок, моя жизнь, я не скажу, что в университете среди моих друзей как-то сильно изменилась. Те люди, которые были действительно искренними по отношению ко мне, близкими людьми, которые со мной были и в трудные минуты, и в моих радостях, да, они меня поняли, они, наоборот, уважали мой выбор, потому что они видели, что, в принципе, с точки зрения какой-то социальной жизни, моя жизнь очень сильно изменилась. И они понимали, что то, какое изменение она приобрела, вот эти изменения, они были только на благо мне. Пусть, возможно, да, количество именно близких друзей, оно резко сократилось, но я также думаю, что это все-таки слава Богу, потому что те люди, которые были скорее пылью в моей жизни, они разлетелись и, как сказать, больше не засоряют ее. В университете у меня не было никаких проблем с преподавателями. Ну да, был интерес, скорее был интерес, и интерес этот проявлялся скорее от тех преподавателей, с которыми был какой-то, личный контакт. Например, была такая история с преподавателем по этике бизнеса, что
Он остановил меня в коридоре и спросил, как дословно переводится Аллах. Но я растерялась немножко, говорю, ну, Бог. И он мне, наоборот, исправляет и говорит, нет, единый Бог. И было очень приятно, что люди проявляют именно позитивный интерес. На экзамене он меня спрашивал о том, что не заставляет ли меня кто-нибудь носить платок, и никто меня там случайно не угнетает. Я сказала нет, что все замечательно, я счастлива, что моя жизнь так изменилась. Он сказал, что я уважаю твой выбор, поставил мне 5, не спрашивая больше ничего. И, в принципе, негативных вопросов никогда не было. А если они были где-то на улице или среди молодежи, которая меня окружала, да, в университете, они были настолько сформулированы в невежественной форме, что, ну, я не считаю таких людей или такое поведение достойным внимания образованного человека. Я думаю, что взгляд на ислам у меня изменился только в положительную сторону, пока я как бы... то есть как мы каждый день узнаем что-то новое, каждый день... Я считаю, что мой взгляд на ислам меняется только в позитивную форму, потому что каждый день мы узнаем что-то новое и, соответственно, понимаем, насколько мудра наша религия, насколько она полноценна и всеобъемлющая. А взгляд на мусульман, он тоже меняется, как и взгляд вообще в принципе на людей. И он меняется также каждый день, и, возможно, там сейчас и завтра он будет совсем другой. Ну, потому что мы люди, мы все разные, и от того, что человек принимает ислам, мы принимаем ислам. Не сразу все по мановению волшебной палочки становятся суперправедными людьми. Так что я считаю, что да, мой взгляд на мусульман, он меняется также. Ну, не сказать, что он всегда меняется в положительную сторону. Я думаю, что и в отрицательную также.